Каждый день мы с вами становимся участниками дорожного движения. Ездим на общественном или личном транспорте или просто переходим проезжую часть. При этом все мы, и пешеходы, и водители, должны быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Легкомысленное отношение к ПДД обычно приводит к неприятным последствиям. Зачастую мы пренебрегаем правилами. Водители и пешеходы часто не понимают друг друга. Не всегда пешеход переходит дорогу там, где установлена разметка, а водители не всегда уступают дорогу. Пешеходный переход должен войти в сознание участников дорожного движения как зона повышенного внимания. Но что делать, когда этот самый пешеходный переход попросту стерт? Его не видно ни днем, ни тем более ночью. В Сухуме часто ломаются светофоры. Вот, например, светофор возле медколледжа работает от случая к случаю. Днем чаще всего он не функционирует. Даже если включится, то цвет на нем практически невозможно разглядеть из-за налипшей пыли. Разметки на проезжей части также не видны ночью, да и днем, если не всмотреться внимательно. Вследствие чего повышается риск нарушения правил дорожного движения. То водитель вовремя не затормозит, а пешеход перейдет дорогу в неположенном месте. Один пропустит, например, а второй за ним едет. То есть опасно, получается. Нужно посмотреть, следующий остановился или нет. Вот это вот. Бывают проблемы. Часто пешком. С дома, на занятия, на другие занятия. Иногда бывает, что иногда водители не видят, что идет пешеход. Иногда случилось, что меня чуть не сбили. Как пешеход могу сказать, что все-таки почему-то девушки за рулем, как можно, не так часто. Мужчины у нас более галантны, скажем, останавливаются. А вот девушки почему-то за рулем не обращают внимания на пешеходов. Опять-таки истории такие, видите, у нас немножко пешеход изменили, да, может быть даже и к лучшему. Дорога здесь такая интенсивная, и поэтому не всегда обзорно видно. Кто-то уступил, и выходишь, и, в общем-то, ситуация конфликтная. И вижу часто, когда именно пожилые люди переходят и попадают в такую ситуацию. Конечно, все должны, наверное, останавливаться перед пешеходом и должны быть более внимательны. Екатерина Пантелиди за рулем уже 14 лет. Она убеждена, что в нашей стране отсутствует культура вождения, и объясняет, почему. Движение на трассе, так как и от других участников, других водителей, но и пешеходов, соответственно. Люди не знают, где переходить дорогу, переходят на любом перекрестке, абсолютно как им угодно. Но и водители не знают, для чего эта разметка создана, к сожалению. Забываем включать поворотники, забываем делать элементарные вещи, которые необходимы для безопасного движения. Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в нашей стране. Ведь смертность на дорогах по-прежнему высока, что наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Госавтоинспекция Абхазии помимо ежедневной работы на дорогах каждую неделю проводит акцию «Безопасный город», цель которой – профилактика правонарушений. Задействованы все органы Республики Абхазия для того, чтобы осуществить, грубо говоря, тотальный контроль на дорогах города Сухум. Цели мероприятия – выявление лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, управляющий транспортом с превышением скоростного режима, третье – управляющий транспортом с выездом на встречную полосу движения, управляющий транспортом с выездом на запрещающий сигнал светофора, а также, что является немаловажным, управляющий транспортом, не имеющий соответствующих документов и регистрационных номерных знаков в столице нашего города. Такие задачи стоят в сегодняшнем мероприятии под названием «План безопасный город». На сегодняшний день мероприятие проводит Управление госавтоинспекции с силами отделов госавтоинспекции гора и органов. Все руководители строевых подразделений сегодня находятся здесь, в столице. Мероприятие плановое, оно проходит в неделю один раз. Также у нас мероприятия распланированы на всю неделю, на каждый день. Основная часть дорожно-транспортных происшествий возникает из-за так называемого человеческого фактора. То есть это несоблюдение скоростного режима, управление автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и нарушение правил обгона. Исходя из нашей статистики на сегодняшний день, главным фактором, влияющим на аварийность на наших дорогах, является скорость. Каждый наш гражданин, пользуясь случаем, обратиться, что
превышение скоростного режима на том участке, в котором они двигаются, являются главным фактором и главной причиной, в которой они могут попасть в ДТП. Вторым фактором является это управление транспортом в нетрезвом состоянии. Каждый наш гражданин, который управляет транспортным средством, должен быть предупрежден в этом плане, что мы его выявим за нарушение этого правила дорожного движения и знать, что когда он нарушает, что он попадает в группу риска, которые могут стать участниками дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, тяжело ранеными и погибшими. Наши гости, которые принимают своих друзей, родственников, должны понимать и осознавать, когда они тепло их принимают, что и тепло провожают после этого. Понимать, что за рулем отпускать человека, который находится изрядно выпившим, это большой-большой проступок. Большой-большой моральный и юридический, скажем так, проступок, который, не дай бог, может попасть человек в дорожно-транспортное происшествие, и мы должны все это осознавать. Наши граждане осознавать и понимать. Лучше вызвать такси, заплатить 300 рублей, грубо говоря, и доехать целым и невредимым до дома. На днях в МВД прошло очередное совещание по вопросам деятельности подразделений госавтоинспекции МВД, по итогам которого даны конкретные поручения руководителям служб в срок до 15 дней устранить имеющиеся недостатки в деятельности госавтоинспекции, а также усилить работу в части предупредительно-профилактических мероприятий. Однако никакие меры не помогут, если мы с вами будем по-прежнему нарушать правила дорожного движения. Жазина Ханагу, Алексей Баструков, Инала Гухава, Абхазское телевидение.